На протяжении длительного периода я накапливал список вопросов, которыми люди задавались там в комментариях или там в нашем сообществе трезожники, и решил так объединить все эти вопросы и сделать так топ-10 вопросов, которыми люди интересуются в самом начале пути, когда они отказываются от вредных привычек. И я сейчас вот сформулировал такую топ-десяточку, и сейчас хочу на эти вопросы ответить. Я напомню, что уже более 5 лет я как не употребляю алкоголь, не курю сигареты, там рассчитался с долгами и, в общем, поубирал от себя те вредные привычки, которые конкретно меня ступорили. И исходя из вот этого опыта, который я за все это время приобрел, я хочу, собственно, зачитать все эти вопросы и ответить, потому что, вспоминая себя в самом начале, мне это было бы прям очень интересно. Не знаю, как получится, буду отвечать по-честному и то, что будет приходить в голову. Да, собственно, поехали, да? Первый вопрос — это как изменилось твое восприятие жизни после того, как ты перестал употреблять алкоголь? А, Значит, самое первое, что приходит в голову, это я понял, что я просто не умею жить. Вот банально я не умею жить по-другому, потому что алкоголь, когда он присутствует в жизни, он имеет свойство заполнять все пустоты. Вот там, где пустота образовывается, он полностью заполняет, и в какой-то момент у тебя в жизни алкоголь начинает играть первую роль. Это такой вот принцип всех наркотиков, да, они заполняют твою жизнь и делают полностью тебя зависимым от них. Такой принцип. Я понял, что я жить не умею, потому что куда ни пойди, везде алкоголь. И вообще, в какое направление ни двинься, везде присутствует алкоголь. Погулять — алкоголь, расслабиться — алкоголь, посмотреть кино — алкоголь, отпраздновать — алкоголь, погрустить — алкоголь, да вообще все. Вот просто бери какое-то упражнение, и можно туда сразу ставить плюс алкоголь, и хорошее будет времяпровождение. И когда его убрал, давай так, я же убрал алкоголь, потому что я уже пришел к этому, то есть я уже совершал не одну попытку, и вот я уже задолго до этого я понял, что это мне очень сильно мешает. И, то есть, я четко понимал, что это мне не нужно. И я четко понимал, что я нахожусь в ситуации, когда я бессилен. То есть, вся информация, которая мне попадалась, она мне не подходила. То есть, то, что работало у кого-то, оно у него работало, но конкретно в моей ситуации оно какого-то большого отклика не находилось. Кто-то там в религию удавался, кто-то кому-то просто достаточно было пойти, знаешь, там к бабке, выкатать яйцо, и все, все, человек кодировался, и нормально, да, у кому-то кодировки помогали. Это так, на первый взгляд, казалось, что все вокруг могут, а я не могу. Вот так. Хотя, на самом деле, спустя время я понимаю, что здесь ситуация противоположная. На самом деле, большинство не может убрать от себя вредные привычки. Это меньшинство убирает. Но когда ты в самом начале находишься, тебе кажется, наоборот, все могут, единственное, ты не можешь. Вот. И, э, значит, как я перестал употреблять алкоголь, я понял, что в моей жизни, как много пустоты. И ее чем-то нужно занимать. И я пришел к выводу, что вот очередная какая-то у меня была попытка, я проанализировал, что идет не так. Я понял, что тоже надо полностью менять образ жизни. Потому что все вредные привычки, они являются твоим образом жизни. Не так, что... Это, кстати, большая ошибка у людей, что, значит, человек хочет убрать от себя какую-то конкретную вредную привычку, но он не хочет менять образ жизни. То есть, понимаешь, ты хочешь убрать алкоголь, а у тебя все друзья алкоголики. Понял? Или там ты хочешь
перестать курить сигареты, но у тебя вся жизнь на этих сигаретах завязана. У тебя все знакомые курят, у тебя на перекурах, ну, собственно, это он так и называется, да, перерыв, перекур. Прям не перерыв, а перекур. И это понятно, что это перерыв. И все завязано на это. Для этого надо поменять образ жизни. И, знаешь, вот это было одно из таких вот прозрений, что, ну, как это такое, знаешь, не очень хочется менять что-то. Вообще не любят ничего менять. И я не исключение. Вот я понял, что надо менять образ жизни, получается. Значит, если я вставал там и совершал определенные там действия, раньше вставал там, открывал глаз, значит, и шел, заваривал кофе, выходил на балкон, курил сигарету, а после этого запускалась вся эта цепочка, и к концу вечера я уже хотел пить алкоголь, то я теперь понял, что, значит, вместо там утренней сигареты с кофе нужна прогулка и там вода, и на вечер, значит, я должен уже устать настолько, чтобы мне не хотелось там идти искать приключения себе, а ложиться спать. Но я так сейчас образно, на самом деле, по каналу, если походить, то все это... Я там очень подробно об этом всем рассказываю. Вот. И возвращаясь к вопросу, как изменилось мое восприятие жизни после, ну, это две разные жизни. Вообще две разные жизни. Знаешь, я думал, что я так когда-то скажу, но я не думал, что это настолько будет наполнено таким смыслом, эти мои слова. Это да, я даже не знаю, как тебе это объяснить. Вот если ты в начале пути, ну, смотри, вот то, что у тебя есть сейчас, только это все противоположно и все хорошо. Противоположно этому, что у тебя есть сейчас, где все плохо, только все хорошо, потому что ты уже в таком режиме, там много всего, но одно из ты начинаешь решать проблемы. То есть ты перестаешь накапливать проблемы и начинаешь их решать. И ты воспринимаешь проблему не как что-то, что нужно отложить, а как то, что нужно решить. А решение проблемы — это достижение там каких-то целей, открытие новых направлений там, и тому подобное. Поэтому так, завершим ответом на этот вопрос так. Жизнь изменилась кардинально, и та жизнь, о которой я мечтал, она действительно так и оказалась, была за вот этим вот решением убрать от себя, в том числе и алкоголь. Так, следующий вопрос, это второй. Есть ли какой-то неожиданный навык или талант, который ты обнаружил, отказавшись от там, старых вредных привычек? Главный навык, который я открыл, это упорство. Знаешь, я почему его открыл? Потому что я понял, я так начал анализировать, просматривать себя, думаю, смотри, вот я пить алкоголь и там курить, смотри, когда я говорю вот сейчас пить алкоголь, это я подразумеваю пить алкоголь, курить сигареты, и, то есть, ну вот, в общем, все вредные привычки. Это же тоже нужно уметь. В здравом уме, вот я сейчас на сегодняшний день, мне вот предложи за деньги вот ворваться в ту жизнь, в которой я тогда находился, когда тебе постоянно плохо. Вот, ты просыпаешься, тебе плохо. Ты засыпаешь, тебе плохо. Или ты там напиваешься настолько, что тебе нужно, может, отключаешься просто. Ну, в общем, тебе постоянно хреново, и все. И еще и груз проблем. Вот я вообще ни за какие деньги туда бы не пошел бы. И в здравом уме, ну, это реально странно туда окунуться вот в ту жизнь, где ты чувствуешь плохо себя. Ну, плохо. Ну, все сферы жизни, они тупо идут на спад. И я посмотрел и понял, что я если чем-то одним занимаюсь, в том числе и пью, то я пью до последнего. И я специально эту тему так понимаю, потому что я понимаю, что это не только у меня так. Это действительно, вот, я бы не сказал бы, что каждый
первый, но достаточно много людей, которые употребляют вот вредные привычки, они в этом плане, они постоянные, да, и, значит, они обладают той силой, начал себя анализировать, значит, я обладаю той силой, которую можно перенаправить в определенную сферу, которая мне тоже будет нравиться, я там тоже буду постоянный. И вот, собственно, этот навык я и обнаружил. Я все свои силы, всю свою энергию я начал направлять вот в такие вот сферы, типа, например, как то, что можно целить, это этот YouTube-канал «Дневник утра». То есть это одно из направлений, которым я начал заниматься благодаря тому, что у меня высвободилась энергия. Постоянно я там на протяжении года ежедневно выкладывал, пока видел для себя смысл, ежедневно выкладывал видео. Вот. И, собственно, точно так же, я помню, были прорывы в бизнесе, там, в отношениях, открыл новые сферы для себя. И вот это вот постоянство, я понял, что это действительно это то, чего мне не хватало, то, из-за чего, собственно, я и решил убрать от себя вредные привычки. Знаешь, как у меня было до этого? Я вот, собственно, продуктивный мог быть один день. Затем, вот так это происходило, я сегодня продуктивный, к вечеру я думаю, вау, класс, я столько всего добился, столько всего сделал, вечером я там заканчивалось у меня там пивом, допустим. И все завершалось тем, что там уже какие-то там 4, 5, 6 банок, и на следующий день мне очень плохо, я, значит, все, короче, этот следующий день полностью выпадал. И, значит, вот этот день выпадает. Еще на следующий день я вот более не менее прихожу в себя, и продуктивным снова я становлюсь вот уже после этих 2 дней. То есть так-то взять, получается, что раз в 3-4 дня я был продуктивный. И все вот эти достижения, которые происходили у меня в этот день, они нивелировались вот этими следующими днями. И то есть, казалось бы, вроде бы вот все, вот нащупал тему, просто фигач в нее. Но нет, вот что-то такое происходило, когда вот прям очень важное было, что там нужно было сделать на следующий день, а я там не мог, потому что мне было плохо, или я там просыпал, или еще что-то. Это вот я тебе так просто один из примеров привожу, когда что мне я не мог быть стабильным. Вот и из-за этого я очень сильно хотел убрать от себя вредные привычки, чтобы войти в режим стабильности. Пусть это будет не такой день. Я потом уже пришел, вот как раз если за сегодняшний день взять, то сейчас я понимаю, что это нормально быть не каждый день продуктивным. Раньше, если я списывал, то я списывал это на алкоголь и думал, что вот в этом проблема. Спустя время оказалось, это нормально быть не каждый день продуктивным. Сейчас это больше, сейчас это точно выровнялось. То есть я продуктивный каждый день, но настолько, чтобы быть продуктивным каждый день. Понимаешь, о чем я говорю? То есть я имею в виду, что я сегодня сделаю достаточно намного больше, чем я делал тогда раньше, но я не исчерпаю все свои силы и всю свою энергию, чтобы не подходить к этому делу там 2-3 дня вот, или там еще какой-то период. Я понял, что вот для себя понял, что идеально заканчивать рабочий процесс свой, вот немножко оставаться голодным в этом плане. Вот это вот в идеале, чтобы прямо на следующий день хотелось вернуться опять к этому делу. Да, бывают процессы, проекты, когда чем-то занимаешься и просто себя уже, знаешь, прям иссякаешься полностью здесь, когда на каком-то деле ты, в общем, как это, выгораешь, да, вот это слово выгорание начинается, вот. Но потом день достаточно просто отвлечься от этой сферы, и нормально, все, ты можешь уже работать продуктивным. Я себя, кстати, частенько одергиваю о том, чтобы давать себе отдохнуть, потому что вот если раньше
вынужденно я отдыхал, скажем так, да, отходил. Не отдыхал, а отходил. То когда я убрал вредные привычки, то вот этого вынужденного, оно уже нету. Ну, то есть ты разве что можешь очень сильно заболеть. Я, по-моему, только коронавирусом болел. И все вот так вот прям, чтобы плохо было, ну, прям так не было. Но тут другая проблема появляется, что нужно четко давать себе, если хочешь продуктивно работать и с ясной головой, то необходимы выходные. С этим вот у меня ну, не то, что прям проблемы, я на это просто смотрю. Я понимаю, так, ага, мыслишки уже полезли такие, что не хочется там этим всем заниматься, оно нету никакого креатива, интереса. Все, вот я понимаю, я уже подвыгорел, вот, или начинаю на пути выгорания, и все, необходимо дать себе отдохнуть, потому что это тоже вот одна из таких проблем у людей, которые убирают от себя вредные привычки, они становятся сразу сверхчеловеками. Я вот там в трезожниках я говорю, что остановись, дай себе отдохнуть. Ты подожди, если ты убираешь сейчас от себя, ну, вместе все сразу, можно убирать только алкоголь, сигареты, наркотики. Но там правильное питание, подожди, постепенно. Вот ты лучше, если хочешь там перейти на правильное питание, лучше завтра там добавь какой-то ингредиент один, или там, не знаю, знаешь, если ты там питался до этого колой и чипсами, то не надо сразу переходить тупо на ПП. Ты сломаешься. Ну, у тебя просто... Ты не дашь себе выхода. А такие штуки, это надо делать в удовольствие. Когда ты получаешь от этого реально какой-то профит для себя, и ты это ощущаешь. Вот, постепенно, то есть там ты хочешь перейти на правильное питание, ты просто лучше больше сегодня овощей себе добавь в тарелку. Когда видишь человека, который на второй-третий день там как убрал от себя вредные привычки, и он уже и, там бегает по 100-500 километров, и во все спортзалы записался, и ну там ему осталось буквально 2-3 дня, и он сольется. Ну, так, столько... И понятное дело, что энергия дается, очень много энергии приходит, и действительно ее нужно куда-то девать, когда ты убрал от себя то, что у тебя раньше забирало энергию, но с головой. Потому что просадка будет точно. Вот знаешь, там где-то на 30, ну, скажем так, 2 недели, там 30 дней точно будет какая-то жесткая просадка, если человек вот во все тяжкие начинает себя... То есть представь, у тебя раньше до этого чем-то заниматься нету энергии, а тут ты все поубирал, от тебя алкоголь, сигареты, наркотики, у тебя столько энергии, ты просто сидеть на одном месте не можешь и думаешь, как я вообще до этого почему я вообще этим раньше не занимался, а вот конкретно этим. Я, кстати, в трезожниках сделал прям 30 дней 30 дней трезожника, где каждый день вот по одному делу добавляется у тебя, и ты постепенно это делаешь, не так, чтобы во все тяжкие, а постепенно, потихонечку. И все получается, и тогда действительно твой новый образ жизни, он формируется так, что ты кайфуешь от этого. Я против того, чтобы человек убирал от себя вредные привычки и жалел об этом, или думал, что он убирает от себя что-то реально хорошее, и поэтому ему хочется обратно это вернуть. Нет, надо наслаждаться. Тогда, когда ты убираешь от себя плохое, этим нужно наслаждаться и кайфовать. Вдохнуть, выдохнуть. И почувствовать, что ты не кашляешь от сигарет, да? И проснуться утром и почувствовать, что ты действительно там у тебя голова не болит. Да, у тебя может болеть голова и там в обычной жизни. Обычная жизнь, это я называю, когда у тебя нет вредных привычек, вот таких как алкоголь, сигареты, наркотики. Вот в обычной жизни ты просыпаешься, да, может быть болеть голова. Но она быстро проходит, или ты понимаешь источник этого, там, заболел, вчера перетрудился или еще что-то. Ну, это такие единичные случаи. Вот, поэтому во все тяжкие ни в коем случае нельзя врываться, потому что это просто вопрос времени, когда ты сольешься.
человек входит в такой режим, когда, то есть он забывает о том, что он человек. Понимаешь, что ему надо, он сразу туда и правильное питание, и тренировки, и спортзалы, и пробежки, и ранний подъем. Все, и это ж та жизнь, о которой, если к ней прийти постепенно, по чуть-чуть, да, ты будешь от нее реально кайфовать. Это будет твой выбор, и твой организм будет к этому готов. А когда у тебя до этого 20-15 лет было э, там все, что хочешь, и в один момент ты хочешь поменяться, то подожди, стоп, потому что у тебя еще начнутся вылазить болячки, потому что алкоголь, сигареты, наркотики скрывают столько у тебя букетов. Поверь. И люди сразу, знаешь, это первое, что происходит. Вот я столько лет пил, курил, было все нормально, а тут бросил, и полезли болячки. Так ты ж их... ты же забивал их, ты же их не слышал. И знаешь, там вот в трезожниках есть один из дней, когда нужно там записаться к стоматологу пойти, потому что, как правило, те люди, которые употребляющие, они не следят там за полостью рта. А потом, когда сходят раз к стоматологу, и так несложно этим всем заниматься, оказывается, когда ты этим всем занимаешься. В общем, возвращаемся к вопросу. По поводу своего навыка. Я убирал от себя вредные привычки, осознанно шел к тому, чтобы прийти к постоянству. Вот я сейчас к этому постоянству пришел. Я в моменте. Уже, конечно, сейчас я считаю, что больше, намного продуктивнее, чем был в те лучшие дни, как было раньше, когда я считал, что я продуктивный. Только это я сейчас ввел в стабильность. Когда я стабильно, ежедневно выполняю определенные действия, и я получаю точно результат. Да, есть эмоциональные просадки, когда, я понимаю, я начинаю в себе разбираться, я понимаю, откуда они берутся, потому что там где-то сверхожидания я построил. Вообще, я стараюсь сейчас делать так, чтобы не строить свою жизнь на ожиданиях. Ожидания, они вообще разрушают меня лично. И тебе не рекомендую на самом деле строить свою жизнь на ожиданиях. Также люди, которые в начале пути, когда убирают от себя вредные привычки, они ломаются, потому что они строят сверхожидания. Понимаешь? Они ждут, когда я перестану хотеть, когда я перестану там то, когда я... почему я еще не зарабатываю столько, я же убрал и так далее. Как только человек попускается в этом плане, он очень быстро начинает получать те результаты, о которых он мечтал. Знаешь, когда сильно что-то хочешь, обязательно этого не получишь. Вот так это и работает. Но в данном случае я вот в сообществе трезожники, я специально сделал свой путь, метод, зафиксировал, по которому вот на протяжении вот этих всех лет то, что работало у меня, я взял, зафиксировал это, превратил это в метод, и там ты заходишь, пожалуйста, вот первое, второе, третье, четвертое, вот, собственно, вот то, что как я хотел себе в самом начале, но нигде этого не нашел. И еще 5 лет тому назад, буквально на просторах Ютуба, единицы были. То, что конкретно я хотел, я не нашел. И это меня поначалу очень сильно сбивало, потому что вначале я себе не доверял. Я пришел к выводу потом, что по факту нужно формировать свой метод. Вот ты сейчас слушаешь меня. Вот я тебе искренне рекомендую вступить в трезожники для того, чтобы получить вот эту методологию. Путь. Чтобы ты понял, вот так это работает. Я его простроил таким образом, чтобы, исходя из этого метода, ты пришел к своему методу. Потому что, собственно, оно все строится на базе. Тут ничего нету сверхъестественного, все строится на базе, и я не выстраиваю так, чтобы сделать тебя зависимым от этой методологии, потому что вообще по факту я все строю так, чтобы ты в общей сложности отказался и от сообщества трезожника, и вообще перестал быть зависимой от сообщества и социальных сетей,
Если, конечно, ты этого хочешь. Так, третье. Это какие изменения в твоей повседневной жизни стали наиболее заметными после отказа от алкоголя и сигарет? Какие изменения в твоей повседневной жизни стали наиболее заметными? Плохо перестало быть, понимаешь? Вот это точно. Просто перестало быть плохо. Никто не поймет этого, если ты независимый. Вот если ты зависимый, ты это поймешь. Просто когда хорошо, представляешь? Вот и сегодня хорошо, и завтра хорошо, и послезавтра, и месяц проходит хорошо, год проходит хорошо, 2, 3, и тебе хорошо. И вначале это очень пугает, потому что ты думаешь, если сейчас хорошо, значит будет плохо, а плохо не становится физически, морально. Понятно, разные ситуации бывают в жизни, когда там что-то происходит такое, на что мы не в состоянии повлиять. Но ты это и переживаешь абсолютно по-другому. По-другому. Типа, люди курят сигареты, чтобы успокоиться. Так наоборот. Все ж наоборот работает. Человек более спокойный без сигарет. Кофе ж я еще убрал, я забыл об этом. Ну, это вот конкретно я же говорю, что мои вредные привычки, в моем случае это было сигареты, кофе, алкоголь. Вот. Потому что, ну, собственно, там травка — это уже более серьезные наркотики, там, чем травка, алкоголь, там, и сигареты. Ну, короче, это все наркотики, понятное дело. Давайте уже к словам не будем привязываться. Травка была в моей жизни только под алкоголем. Все, ну так-то я уверен, что мне в этом случае повезло, что я не испытывал от этого никакого удовольствия. Для себя, наоборот, мне становилось жутко, как-то страшно и тому подобное. Еще, значит, долги, ты рассчитываешься с долгами. Ну, знаешь, это то ключевое, что вот прям для меня было важно. Потому что я вырос в семье, в которой денег не было никогда. Да и есть не было никогда. Вот. Ну, в общем, очень бедно жили. И, думаю, даже не жили, это такое было выживание больше. И долги, постоянно долги. То есть вот то, что было у меня в детстве, и знаешь, если так вспомнить, то это постоянно долги. Там должны. Там звонки постоянные, там, знаешь, был период, я помню четко такой, когда там стационарный телефон дома, это еще мобильных телефонов не было, или если они были, то это была большая редкость, то, значит, телефон постоянно звонил, и на ночь его, чтобы он не трезвонил, его просто, трубку снимали, ложили на подушку, ну, просто чтобы не могли дозвониться люди. Вот, и долги были постоянно. То есть долги для меня это, ну, скажем так, норма. И я понял, что, ну, типа, долги это плохо для меня. В них у меня уже нет нужды. Ну, там 6 лет назад, 7 лет назад, да, не было нужды, а я все еще мыслил с точки зрения долгов. Ну, знаешь, как это. То есть сначала мы все тратим, а потом тратим еще больше. Ну, и я понял, что как-то это невыносимо, потому что ты там бизнес нормально не можешь построить, потому что ты залазишь в долги к партнеру, а когда ты должен там партнеру, то ты не можешь в определенных там ситуациях как-то где-то настоять на чем-то или там проявить свою какую-то позицию, потому что чувствуешь себя виноватым, должным. Ну вот долги, они, в общем, долги, опять же, это такая большая история, и я считаю, что долги, они напрямую связаны с алкоголем, с вредными привычками. Это все те же вредные привычки. Вот. Безденежье и тому подобное. Безденежье в моем случае там было не потому, что нету заработка, а
просто не умеешь управлять финансами, вот поэтому. Вот, и, значит, я с долгами рассчитался где-то, ну, как вроде бы в первый год я уже рассчитался со всеми долгами, которые мне казались тогда в самом начале просто неподъемными. И я как-то задышал по-другому. В общем, ну, вот этот бери вот букет, да, когда ты чувствуешь себя постоянно хорошо, у тебя много энергии, ты рассчитываешься с долгами, ты занимаешься любимым делом, и иногда закрадывается мысль, блин, аж страшно, как все, ну, неужели так все? Ну, знаешь, меня вчера, вчера, говорю, в той жизни я понимал точно, как это все можно изменить. Я понимал, что если сейчас добавить в это все алкоголь, там, сигареты, это все быстренько вернется. Вот. И, ну, тут важны цели, понимаешь? Тут важны цели, чтобы... Я себе ставил цели, ну и до сих пор ставлю. Мне важно было там купить квартиру, потому что у меня не было никогда жилья своего. Дом, в котором я вырос, в Харькове, этот дом был подарен из-за долги. И там суды постоянно шли вот на протяжении 15 лет, представляешь, шли суды, и в итоге этот дом забрали, но я всю жизнь такую сознательную прожил в доме, который подарен кому-то. И ты каждый месяц ждешь того судебного заседания, после которого тебя выселят. И для меня так внушено было, что потеря дома — это равно смерти. Вот. Вот так. Да, вот. И поэтому ставил целью себе там купить дом. Вначале это было нереально. Знаешь как, я дошел до того режима, когда твоя идеальная жизнь — это просто когда все хорошо. Ну, когда ты обладаешь базовыми вещами, там, квартирой, там, не знаю, там, финансами для того, чтобы на завтра были деньги, там, деньги на полгода ближайшие. Ну, об инвестициях вообще тогда даже не мыслил. Я воспринимал это как то что-то на богатом, знаешь, такое сказано, что-то непонятное. Но потихоньку, когда ты шаг за шагом идешь, и у тебя нету, самое главное, того, что тебя обнуляет, а ты накапливаешь вот день за днем, вот я как в трезожниках, я говорю о том, что каждый день тебя улучшает, каждая секунда, минута, когда ты убрал от себя вредные привычки, ты просто должен научиться чувствовать это, когда каждый момент, он тебе в плюс, не в минус. Когда ты употребляешь, каждый момент, он в минус на самом деле. Ты сам того не видя, ты все это теряешь. Теряешь взаимоотношения, доверие, деньги. Постоянно в режиме, ты входишь в такой режим потерь, когда ты просто даже не замечаешь, для тебя нормой становится, что ты теряешь. Когда ты приобретаешь, тебе даже как-то становится не по себе. Вот. И когда вот я говорю о том, что важно чувствовать эти моменты. Когда ты каждую секунду, каждую минуту, даже твое вот просто дыхание, которое там не затруднено сигаретами, это все равно в плюс. Это ты мыслишь по-другому в таком режиме. Вот. Вот, это важно. Да, в общем, в повседневной жизни это отобразилось точно, ну, абсолютно позитивно. Знаешь, единственное, что хотелось бы, вот мне бы честно хотелось бы, чтобы это было более понятно, более ярче. Понимаешь, о чем я говорю? Вот знаешь, когда ты чего-то хочешь, ты больше удовольствия получаешь от того, что ты это хочешь и там стремишься к этому, чем в момент получения этого. Ну, когда ты получил этого, там все понятно, это как будто бы очевидно уже. Понимаешь? Вот, допустим, когда там был первый год без вредных привычек, в начале мне было сложно представить, что это будет 30 дней. Вот. А когда это уже там 90 дней, 120, там, 180, 240, а потом, год, ну
То есть, с одной стороны, тебя еще, ты как бы половину радуешься тому, что это действительно произошло, а во второй половине, ну это же очевидно. Это же очевидно того, что не было очевидно тогда. Очевидно, что если каждый день ты не употребляешь, то все эти дни суммируются и превращаются в один год. Вот. На третий, там уже второй-третий год я уже об этом вообще не думал, о вредных привычках. Да и первый год я особо о нем не думал. Ну, собственно, можешь посмотреть это все на канале. Я сейчас рассказываю, вот это все вспоминаю, рассказываю будто о другом каком-то человеке. Ну, то есть я сейчас себе сложно мне представить, что вот то, что было тогда, вот будет сейчас. Ну, в общем, я, знаешь, некие усилия делаю над собой для того, чтобы вспомнить то, что происходило тогда, потому что, ну, это я уже... это уже не про меня. Я те ситуации проработал, вынес оттуда все полезное и неполезное, и все продолжается жизнь. Но я понимаю, что мне важно вот тебе объяснить, что как это все работает, к чему ты в итоге придешь. Так, далее. Далее у нас 4. Это как ты реагируешь на людей, предлагающих тебе выпить или закурить. И есть ли забавные истории из таких ситуаций? Так, ну, смотри, у меня может быть ситуация нетипичная, потому что когда я, собственно, начал убирать от себя вредные привычки, то, ну, я прям все об этом знали. То есть я и YouTube-канал завел, и Instagram тогда еще вел, и там где-то еще прямые эфиры вел. Ну, то есть, ну, вообще я и прямо и в Инстаграме, и в этом, и в Ютубе. Тогда еще не было так модно это проводить, прямые эфиры. Вот тогда тогда еще такого понятия, может, не было. Может, оно только зарождался, стримил, скажем так, и с Инстаграма, и с Ютуба. Там было зрителей у нас, по-моему, человек по 30-40. Да, ты что, 30-40? 30-40 это много, может, 15-20, ну, в общем, немного. То есть все знали о том, что я убираю от себя вредные привычки. И такого вот предложения, знаешь, я отношусь, вообще честно тебе скажу, вот, когда человек знает, что ты убираешь от себя вредные привычки, и он тебе что-то предлагает, то для меня это неуважение. Я думаю, что просто к тому времени уже в моей жизни были люди, только те, которые уважают меня, и уважаю я их. А все остальные уже отпали. Вот. И поэтому не было такого, вот как часто такое я раньше сталкивался, когда у меня были перед этим попытки убрать от себя, когда да выпить, да что там будет с тобой и тому подобное. В общем, такого у меня не было. Наоборот, даже у меня люди спрашивали, как это делать. Вот у меня друг, он, значит, у него проблемы с травой. С травой, сигарет. Ну, в общем, у него, знаешь, как трава — это основной наркотик у него, но он так не считает. И вот мы с ним поспорили, что давай ты 30 дней не поупотребляешь и посмотришь. Мне просто тебе главное этот день показать, вот там 30-й день, чтобы просто в твоей памяти это было, и дальше там ты будешь продолжишь, не продолжишь, это будет уже твой выбор. Просто чтобы в твоей жизни был этот один день, когда ты вот на 30-й день ты увидишь себя настоящего, ну вот какой ты, там, с расшатанной нервной системой, там, и там, ну, в общем, себя настоящего во всех красках, даже не надо мне себя показывать, вот, главное, чтобы ты сам себя увидел, чтобы там в дальнейшем, может, там, через какие-то годы ты там решишь убрать от себя, и у тебя было какое-то сравнение, вот, было воспоминание. Ну, и вот, да, он, собственно, 30 дней не употреблял, на 31-й день продолжил употреблять. Ну, со временем я перестал с ним общаться, потому что, слишком мы, скажем так, наши отношения, они иссякли. То есть те модели, которые мы выполняли друг для друга, они уже перестали работать. Но это нормально. Это нормально, причем, что я хорошо к этому человеку отношусь. Но вот так, да, это даже, видишь, я немножко затронул тему окружения. Даже там самый близкий какой-то друг,
тем не менее, я понял, что, ну, он свой выбор сделал. Если он свой выбор сделал, по-честному он свой выбор сделал, соответственно, я тоже в таком случае делаю выбор. Вот я сделал выбор и понял, что на данном этапе жизни, ну, нам, собственно, не по пути. Вот. При всем уважении к предыдущим всем там заслугам и тому подобное. Вот. А из таких забавных историй, ну, я не знаю, насколько это забавная история, так первое не приходит в голову. Ну, был один момент, я помню, кстати, всем рекомендую, это может странно сейчас прозвучит, но всем рекомендую сходить к нотариусу, написать завещание на тех людей, которым вы считаете, что нужно там завещать определенные вещи после там своей смерти. Вот так мы в какой-то день полностью там всей семьей поехали, написали друг на друга завещание. Ну, понимаешь, ситуации всякие бывают, и оно не так дорого стоит, но для близких людей это, я думаю, это будет очень много решений, да, это им даст после там вдруг смерти, мы тут все не вечные, и знаешь, она тем более сейчас в наше время, ну, просто не знаю, что не то, что там будет завтра, а то, что будет через час. Вот у нас буквально всю ночь сегодня шахеды летали по Киеву. Поехали, написали завещание, и, значит, вот это вот нотариус, она говорит, ну, знакомая наша, говорит, подождите, там сейчас на перекур выйду. И, ну, это была немножко неловкая ситуация. Мне-то нормально, но я увидел в ее глазах неловкость в том плане, что она единственная, кто курила. Вот. И как-то ей было неловко в этой всей ситуации находиться, хотя у меня нет такого, если человек там курит, кури, пожалуйста, там, если это не касается меня, и ты меня там не заставляешь, все, что хочешь, делай, пожалуйста. Нет такого предубеждения, надо там менять людей. Вот ей было неловко немножко, и это было заметно. Вот. Ну и как-то, знаешь, даже прозвучало вот это в стиле там бросаю курить. Хотя даже никто не спрашивал об этом. Но я даже уверен, она не знает, что там у меня есть YouTube-канал относительно всего этого направления. Но вот так. То есть такая ситуация была. Еще из интересных ситуаций, но просто перестали приглашать на... это по обоюдному, и спасибо тем людям, которые там на дни рождения употребляют. Ну, знаешь, и для меня это была норма тогда, когда люди просто, на день рождения, да, стол, и основная задача — это напиться там, вот. Ну, то есть такие дни рождения пропали из моей жизни, такие мероприятия, собственно, просто неинтересно. И, опять же, я говорю за то, что люди, те, которые уважают, они понимают, что, просто не к месту будет. Это для меня будет, мне некомфортно, понимаешь, вот даже среди употребляющих людей, час там еще есть о чем пообщаться, да, ближайший час, пока люди там не напьются. А потом им же интересно только друг с другом, потому что там же истории по кругу одни и те же, вот, и все меньше и меньше слов выразительных и тому подобное. Вот. Если еще в процессе что-нибудь вспомню такое, обязательно скажу. Давай к следующему вопросу у нас. Следующий, пятое. Какие удивительные вещи произошли в твоих отношениях, когда ты перестал употреблять алкоголь и курить? Знаешь, наверное, прям удивительные вещи. Моя вторая половина перестала тоже употреблять и алкоголь, и сигареты. Первым делом сигареты. У Яны никогда не было проблем там с алкоголем, но она перестала там употреблять. Еще удивительно, потому что это была поддержка. Это немаловажно, это очень немаловажно, потому что в парах часто, знаешь, такое я встречал, что второй человек, он не понимает твои проблемы. Вот то, что я сейчас все обсуждаю, то человек, который не считает этой проблемой, он вообще не поймет, о чем мы говорим. И человек,
который не сталкивался с такими проблемами, он просто не поймет, для тебя там некомфортно будет, что в доме будет алкоголь. Он не со зла даже. Он просто этого не понимает. Точно так же, как ты не понимаешь там определенные вещи, с которыми сталкивается этот человек. Поэтому в данном случае тут просто надо общаться, разговаривать, чтобы было понимание. Разговаривать без обид, потому что обиды, они создают проблемы. Ты должен со своей стороны донести мысль о том, что там тебе что-то некомфортно. И это причем не только касательно там этих вредных привычек, это касательно абсолютно всего. Вот. И если ты уже понял, что ты донес или донесла, и человек тогда это игнорирует, тогда уже имеет смысл делать выводы относительно этого человека. Потому что тот человек, который по-настоящему любит, он способен понять это. Я уже затрагивал тему, что деньги начали появляться. Да. Прошла череда неудач. Вот если вот так свести все, то ушел источник, который создавал проблемы. А не решение проблемы — это тоже создание тех же проблем еще новых, потому что те проблемы, они просто начинают множиться. И после вот этого момента, когда ты убралась туда, я даже сейчас за здоровье не говорю. Я больше сейчас за моральную сторону говорю. Вот. Кстати, да, сделал зубы. Сделал вначале зубы, начал ими заниматься, и это тоже простимулировало, потому что это наглядно сразу видно и понятно. Окружение начало формироваться уже под новые мои запросы. Это тоже, кстати, я бы не сказал, что это обыденно, потому что люди часто в большинстве случаев люди живут в одном и том же окружении, даже не подозревают, что есть люди, которые там с другим мнением или по-другому, другое отношение к определенным вещам, или которые тебя могут мотивировать и стимулировать там к росту, к развитию. Рост и развитие — это очень важно, потому что, собственно, вот поэтому мы и человек, понимаешь? Потому что мы развиваемся. Если что-то тебе не нравится, значит, есть у этого корень какой-то, корень проблемы. И разбирайся, не игнорируй, потому что когда ты начинаешь игнорировать это, у тебя возникают и неврозы. Нереализованное что-то вот в тебе сидит, и ты в итоге заканчивается все неврозами. А у тебя же есть внутренняя карта. Знаешь, как правильно? Да у тебя внутренняя карта, она же загружена в тебя. Просто ты чувствуешь, что ты хочешь. То и делай. Ты поймешь, насколько жизнь, она многогранна, и что не все сделано, чтобы было плохо. Ты, к примеру, хочешь заниматься, допустим, там каким-то искусством. Хочешь. Это твоя страсть. Вот ты просто понимаешь, что ты можешь этим заниматься часами. Но родители или как-то повернулась так жизнь, что сейчас у тебя абсолютно другая работа. Люди к работе относятся, будто бы ее не замечают часто. Знаешь, будто бы кто-то принимает решение, чтобы ты где-то там работал, и на самом деле там проводишь большую часть своей жизни, как будто во сне, но ты не анализируешь, не понимаешь, зачем оно тебе. Ты нуждаешься постоянно в деньгах, но ходишь на работу для того, чтобы зарабатывать деньги, а по факту это часто заканчивается так, что ты просто работаешь на работе, чтобы обеспечивать себя для этой же работы. И как бы больно не казалось уйти с этой работы, по факту покинув эту работу и просто посидев, знаешь, в вакууме, послушав себя, я не говорю, сейчас надо уходить и там не беспечно там сразу начинать какой-то род деятельности. Я не об этом. Просто вот сейчас так разбираем ситуацию. Находясь в вакууме, послушав себя,
ты поймешь, что ты хочешь, и ты пойдешь по пути, в котором тебе интересно. В котором тебе интересно там что-то не получается, но тебе интересно в этом разбираться. Нежели у тебя что-то не получается там, где тебе ничего не нравится, и ты себя насилуешь для того, чтобы этим дальше заниматься. И в итоге это все сказывается. Это сначала ты пошел туда, где тебя насилуют, там, где тебе не нравится, тем, что ты там находишься просто. Ты приходишь домой, начинаешь перекидывать эту всю энергию на домашние, соответственно. Ну, в общем, этот круг зацикливается очень быстро и легко, и ты прекрасно понимаешь. Даже если у тебя повезло, и ты сейчас не в такой ситуации находишься, то ты уверен, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Вот поэтому слушай себя, слушай себя, не бойся. Внутренняя карта, которая в тебя загружена, и которая тебе говорит, чего ты хочешь, ну, просто послушай себя, дай себе волю, не ступори себя, не тормози. Да, вот я тебе рекомендую начать вести дневник. Просто начать писать. Просто вот возьми и... Я понимаю, ты этого не сделаешь, я это прекрасно все понимаю, но давай так, предположим, что из всех тех, кто сейчас это слушает, и конкретно ты окажешься тем человеком, который возьмет ручку, листик, поставит это видео на паузу и начнет писать просто вот каляки-маляки, все, что ему приходит в голову, и ты через 30 минут такой деятельности почувствуешь себя абсолютно по-другому, у тебя разложатся там в голове определенные вещи, структурируются. Это очень важно, потому что нас всех, там, мы стремимся уделять внимание там другим, и надо беспокоиться о других, а нас не учат о себе беспокоиться. Вот эти вредные привычки, они у тебя от того, что ты о себе не можешь побеспокоиться. Вернее, ты не уделяешь времени себе. Понимаешь? И поэтому вот такой организм: так, стоп, а если ты мне даже сейчас не уделяешь времени, то я сделаю так, что ты будешь заниматься только мной. И начинаются все вот эти движухи, алкоголь, и наркотики, сигареты, а потом просто все в какой-то момент заканчивается тем, что ты не можешь игнорировать свое тело, свой организм. Просто не можешь, потому что оно болеет. Если и там оставляешь это все без внимания, то, ну, собственно, это уже покидаешь этот мир. Логично. Вот, поэтому слушай себя обязательно. И действительно, это удивительное открытие, я бы сказал, да, потому что ты себя часто привык игнорировать, и когда ты начинаешь руководствоваться тем, что ты хочешь, а не хочет кто-то, то это и дает вот эти вот позитивные результаты, когда тебе, понимаешь, сложно. Это нормально, когда сложно, это нормально, когда тяжело. Не может быть постоянно ровно. Ну, как может быть постоянно ровно? Но в этом-то все и дело. Тебе сейчас тяжело, сложно, ты разбираешься в ситуации, потом поднимаешься вверх, там, где ты добился результата, и тебе становится круто, ты понимаешь, что вау, класс, я это добился или добилась. Только я рекомендую ходить, знаешь, не волной, а, скажем так, волной вверх. То есть, когда вот эта ситуация, в которой ты уже оказался, либо оказалась, она просто тебя перестает устраивать, и тебе хочется сделать рывок вверх. И ты, получается, постоянно развиваешься ростом вверх, а не падением вниз. Знаешь, как волной, типа вверх-вниз, вверх-вниз. А вот вроде бы то, что казалось тебе раньше твоим потолком, оно оказывается твоим дном, от которого ты отталкиваешься. Ну, есть в этом что-то подумать. И относительно того, чтобы, писать свои мысли, это очень важно. Очень мало кто это делает, но те, кто это делают, они, поверь мне, они очень сильно начинают отличаться от тех, кто этого не делает. Это открытие, потому что ты начинаешь открывать себя себе же. А что еще нужно? Ради чего ты это все делаешь? Ради себя. Понимаешь, когда тебе хорошо, и хорошо всем окружающим. Я на этом акцентирую внимание, потому что вот ты сейчас вырвешься из этого
видео и пойдешь заниматься своей жизнью, ты об этом забудешь. Но я еще раз сфокусирую твое внимание на том, что все это из-за того, что ты не уделяешь времени себе. Вот я тебе сейчас скажу, зайди в трезожники, инвестируй в себя, раз в жизни вот вложи в себя реально то, что нужно тебе. Твоя жизнь изменится. Твоя жизнь изменится. Я понимаю, о чем я говорю. Это действительно так. Если бы это было не так, я бы так бы и сказал. Я сомневаюсь, что это не так, но это точно так будет. Удели время себе. Да, но думаешь, да, ну, что там себе, у меня там, я и так он себе вроде себя люблю, ну, не так, понимаешь? Если сейчас ты занимаешься поиском какого-то выхода из ситуации, серфингом и ютуба, и в поиске подобных видосов, которые ты сейчас слушаешь, значит, ты как раз-таки находишься на этапе, когда необходимо вот найти что-то вот такое. А вдруг он сейчас скажет что-то такое, что меня цепанет, и я наконец-то поменяю. Вот ты вырвись с этого режима вечно бросающих. В чем проблема вечно бросающих? Что они и вашим, и нашим. Они как бы и употребляют, но как бы и бросают. Гениальная стратегия, только не для них. Я был вечно бросающим, я знаю, что это такое. Это когда ты в пятницу начинаешь, в понедельник ты бросаешь. И вот так вот постоянно. Ну там же праздники еще встречаются. Ну, праздники — это святое, понимаешь? Вот. Ну и после праздников, конечно же. Вот. Поэтому удивительное открытие, которое я для себя сделал, и которое ты для себя сделаешь, это твое внутреннее «я». Твое внутреннее «я», которое нуждается в том, чтобы ты себя услышал или услышала. Не бойся этого голоса. Я проговорю это. Для меня это очень очевидные вещи, но я встречал ситуации, когда люди боятся вот этого внутреннего голоса, который они не слышат его. То есть зачастую они его не слышат. Вот так. То есть для меня нормально, когда я слышу его, и плохо, когда я перестаю его слышать, когда слишком много вокруг меня всего происходит. Мне потом просто надо час времени вот так посидеть в тишине, просто вот почувствовать себя, услышать себя. Без этого часа мне тяжело реально очень. А у людей, у многих, наоборот, они очень боятся вот этого внутреннего голоса, потому что я это связываю с тем, что очень много игнорируется, и когда дается себе какое-то внутреннее обещание, оно нарушается, а дается это внутреннее обещание завышенное какое-то. Ну, как я там вначале говорил, что человек сразу становится суперменом, который и все полностью... Но я говорю, что убирать все полностью можно делать, это только вредные привычки разом убирать. Вот это точно нужно, потому что если ты оставишь сигареты, но уберешь алкоголь, сигареты притянут алкоголь. Если ты уберешь алкоголь, оставишь сигареты, наоборот, притянет. И точно так же с наркотиками. Поэтому вот тут только вот в данном случае работает эта формула все и сразу. Не оставляй одно, потому что одно потянет второе. Я как человек, который точно с этим сталкивался и точно знаю, что нужно, что происходит, когда ты убираешь сигареты, оставляешь алкоголь, то, что происходит с тобой, когда ты употребляешь алкоголь, и как быстро хочется закурить сигарету. Вот, и наоборот. В общем, в этом случае я точно понимаю это мышление. Вот. То в данном случае, когда ты начинаешь играть в супергероя, который все и сразу, и, конечно же, ты просто начинаешь настолько завышать ставки, что не в состоянии. Лучше меньше и до завершения. Постоянство действий, постоянство твоих усилий, маленьких, они дают огромнейшие результаты. Ты будешь ежедневно выполнять одну вещь, но на протяжении года ты добьешься намного больших результатов, чем тот, который на протяжении недели будет фигачить там как неимоверно и сольется, потому что просто физически не выдержит. Это сложно для понимания,
Но когда ты сталкиваешься с этим, знаешь, когда ты получил действительно с этого результат, тогда вот это вот понимание, оно фиксируется, и тогда ты вот начинаешь работать в таком режиме. Вот поэтому в данном случае, если там со спортом и по чуть-чуть. Вот если ты там в спортзал, не надо тягать сразу тебе сумасшедшие какие-то веса. Твоя задача научиться просто ходить в этот спортзал, ввести в привычку, что ты в этот спортзал приходишь там раз в какой-то период и все. Я на своем примере четко знаю, когда ты ходишь, просто выходишь на прогулку и видишь на этой прогулке людей, которые бегают волю-неволю, ты хочешь тоже побежать, потому что видишь вокруг себя людей, которые занимаются своим здоровьем, и ты точно так же начинаешь заниматься своим здоровьем. Думаешь, вот, ну, представь себе ситуацию, ты лежишь дома на диване и думаешь, да я сейчас выйду, хотя бы 50 метров пробегусь. Да это тебе надо встать, собраться, одеться, умыться, посмотреть в зеркало, еще там подумать, господи, что я с собой уже сделала, что не так и тому подобное. 300 тысяч себе придумаешь каких-то отмазок, в итоге плюнешь на проги, пойдешь обратно, ляжешь на диван и тому подобное. Нежели когда ты просто, тебе надо просто сейчас выйти, вот выйти на порог вышла, посмотрела так или посмотрел так, ну окей, сейчас пройдусь до следующего какого-то дерева, и видишь, как люди уже начинают там бегать, заниматься спортом. Не хочешь, не бежи, просто пройдись. А захотел, пробежись там 50 метров. Подумаешь, о, класс, отдышка у меня появилась, всего лишь 50 метров пробежался, и там... И так формируется, начинают формироваться у тебя позитивные привычки на позитиве. Вот. Думаешь, так это ж все просто. Так вот видишь, на самом деле, знаешь, в чем прикол заключается? Чем люди взрослее становятся, тем они думают, что нужны какие-то супер мощные тактики и только и стратегии. А на самом деле работает самое простое. А вот это оно и есть самое простое. Где ты еще пообщаешься о тупо простых вещах. Тебе только что объяснили, как начать заниматься спортом. Просто встань с дивана, выйди на улицу и стой там. Для начала это введи в себе в привычку, а потом уже подумай о том, чтобы начать ходить потом. Потом на том, чтобы начать бегать. А может тебе бег и не понравится, понимаешь? Зачем тебе бегать, если тебе не нравится это? Найди свои какие-то штуки, велосипед, спорт какой-то. Это не надо думать так все узко. Вот надо по шаблону, знаешь, как это в основном происходит. Все, если человек начал убирать от себя вредные привычки, это ПП, спорт до изнурения. Просто, ну, знаешь, вот в чем проблема тут заключается? Проблема заключается, человек начинает себя жестко, вот, ну, вот он как будто бы себя, вместо того, чтобы холить и леять, и пылинки с себя сдувать, он начинает издеваться над собой. Ну, это, знаешь, как вот какая-то ненависть к себе из-за того, что вот ты, мол, вот там какие-то штуки сделал, что тебе не понравились, и ты начинаешь себя просто издеваться над собой, потому что, ну как ты допустил это или допустила? И вот начинает включаться вот этот такой внутренний издеватель, который просто тебя, вот, знаешь, в стиле, ага, вот такое у тебя было, значит, тебе будет за это вот так. И перестань мыслить в таком вообще, в таком ключе. Перестань мыслить и с точки зрения негатива, негативная мотивация. Мысли с позитивной мотивацией. Я пробегусь сейчас или пройдусь просто по свежему воздуху и куплю себе какую-то там, не знаю, дорогую воду. Ну, если тебе это нравится, там, куплю себе боржоми или еще что-нибудь. Или куплю себе сок, куплю себе шапку. Ну, если тебя это мотивирует. Ну, не обязательно прям дорогие подарки дарить. Ну, просто что-то интересное, что-то прикольное. Но это будет позитивно, ты будешь понимать, что ты это совершил, и тебе круто от этого становится. Классно, заслуженно. А не когда я сейчас буду отжиматься 500 раз, потому что я до этого употребляла там 500 или употреблял 15 лет. Нет, конечно, ты вернешься в ту жизнь, потому что в той жизни все прикольнее, чем в этой. Идея же создать свою жизнь, чтобы она стала лучше, чем предыдущая. Понимаешь?
Вот, чтобы эта жизнь, которую ты новую строишь, чтобы она была кайфовее, чем предыдущая. Ну, прикинь себе ситуацию, вот твоя идеальная жизнь, в которой ты находишься, кстати, это в трезожниках в методологии есть. Представляй себе вот это видение, когда ты реально находишься в ситуациях, где тебе действительно кайфово, где ты просыпаешься в своей жизни, где ты, там, твои вещи, те, которые ты хочешь, значит, работа, на которой ты любишь работать, и любимое дело, работа или любимое дело, как хочешь это все называй, значит, потом ты, семья у тебя, в котором у тебя понимание друг друга и тому подобное. Да, рисуй себе эту картину. Машина, не машина, отдых там и тому подобное. Свобода, все, без долгов. И так вот променяешь ли ты вот эту вот жизнь, которая вот конкретно твоя, не моя, твоя, не соседа, именно твоя, вот которую ты себе представляешь, вот которая строится на твоих сильных сторонах. Вот эту вот жизнь себе представь, и теперь подумай, хочешь ли ты вернуться в ту жизнь, которая у тебя была. А теперь еще задай себе вопрос. Хотелось бы тебе убрать все то, что было у тебя до этого, чтобы не попасть в эту жизнь. Понимаешь, насколько все взаимосвязано? Насколько ты будешь ценить тут свою идеальную жизнь, потому что ты знаешь, что может быть плохо, наоборот. И ты теперь точно знаешь путь, который необходимо преодолеть, и какие действия необходимо совершить, чтобы попасть вот в ту жизнь, которую ты не любишь. А это ничего себе понимание этого, это какое осознание, это опыт, который люди игнорируют. Они говорят о том, что я не знаю, как сделать это, но игнорируют то, что они знают, как сделать вот это, то, в чем они находятся. Пусть они получают негативные результаты, но для негативных результатов нужны действия, определенные действия, которые будут давать негативный результат. Соответственно, чтобы получить позитивный результат, необходимо совершить другие действия. Из этого формируется и ты формируешься, и твоя жизнь, и твои результаты. Все это формируется. Здесь нету никакой, знаешь, неведанного, непонятного, закрученного. Вот так. Этого всего нету. Все просто. Ну, простое, сложное, согласен. Но если просто это делать, все будет просто у тебя. Если эти все слова слушать и не вкладывать смысл, то складывается, типа так просто. Конечно же, сейчас так прямо поверил, так поверить, так действительно это просто все. Вот в чем проблема это заключается? Люди ж не верят. Люди находят определенную методологию, и она у них начинает работать только тогда, когда они поверили. Вот я тебе сейчас говорю, верь в себя. Твоя задача поверить в себя. Чтобы ты поверил или поверила в себя, тебе необходимо результаты. Тебе необходимо убрать от себя то ненужное, что тебя сливает, и тебя начнет ты заложишь себе фундамент своими действиями, которые начнут давать тебе нужные тебе результаты. Я тебе не говорю конкретно, что тебе нужно там заработать 1 миллион или там купить машину. Это может вообще тебе не нужно. Это в твоей картине мира может быть вообще не иметь никакого смысла в этом. А может наоборот. Может этого быть мало, понимаешь? Но это будет твое. И не нужно сравнивать себя с остальными. Сравнивая себя с остальными, ты полностью убиваешь все свои достижения, все свои результаты, потому что ты не знаешь, как в действительности, что он предпринял, что тот человек предпринял, чтобы достигнуть вот эти вот его результаты. Откуда ты знаешь, какой ценой ему это далось? Узнав его цену, ты никогда в жизни, может, и не захочешь быть. Поймешь, что твоя жизнь — это супер лучшее, что может быть только. Вот. Это я возвращаюсь все к твоему «я». Вот это все твое «я». Вот это вот действительно удивительное прям. То, что раскроется, что ты... знаешь, употребление вредных веществ, вот эти все вредные привычки, это ж, по сути, убийство своего «я», его, знаешь, закрытие в тюрьме и сделать так, чтобы перестать слышать этот голос, который тебе говорит какие-то вещи, которые тебе когда-то в самом начале казались правильными,
а потом это как какая-то мантра, от которой ты просто не можешь никуда сбежать, и чтобы хоть как-то от этого уйти, начинаешь употреблять. Потому что ты уже не знаешь, за что зацепиться. За все, что ты берешься, ты ставишь себе то густо, то пусто. Знаешь, ты ставишь себе такие супер-мега-цели, которые ни один нормальный человек не в состоянии выполнить. Но ты будешь себе их ставить, потому что вот ты сам прекрасно ты прекрасно понимаешь, что почему так происходит. Потому что нету вот этого момента, где ты просто себе можешь позволить выйти спокойно из этого всего режима, в котором сейчас находишься, спокойно, без обвинения самого себя или самой себя, и пойти жить жизнь, начать строить жизнь своей мечты. Вот вспомни детство. Вспомни свое детство, как тебе хотелось. Наверняка был такой момент, когда ты смотришь на взрослых и думаешь, что вы так усложняете все. Ну не так же это сложно, все же просто. Все же просто. И ты смотришь на все эти ситуации, и для тебя они очень простые. Потом ты становишься взрослым, об этом всем, конечно же, забываешь, и, находясь в тех же ситуациях, совершаешь одни и те же поступки, и думаешь, как же это сложно. Как же это тяжело и сложно. Но ты вспомни, чего ты хотел. Хотела. Чего? Там же было что-то. Там же было что-то, что тебе казалось, вот я, когда вырасту, стану взрослым, я себе это позволю, это сделаю. У меня есть такое. И у тебя есть такое. Так дай себе это. Представь у тебя, представь, что чем ты сейчас обладаешь. Если тогда у тебя было одно желание, но не было возможностей, то на сегодняшний день у тебя есть понимание того желания, и есть на сегодняшний день эти возможности. И ты пойдешь своим путем. Вот это будет твой путь. Понимаешь, на своем пути нету ошибок. Есть просто результаты. Потому что вот эти вот результаты, они есть либо негативные, есть либо позитивные в рамках твоей поставленной цели. Соответственно, негативные ты просто убираешь, делаешь с них выводы и больше с ними не сталкиваешься. Если сталкиваешься, бывает такое. Вот, ты делаешь опять выводы, а позитивные оставляешь. И ты находишься в режиме вот накопления вот этих вот позитивных рабочих схем. И с каждым днем, с каждым годом ты будешь все более быстрее, качественнее добиваться желаемых результатов. Тут же не смысл в том, чтобы войти в режим просто достижения ради достижения. Нет. Не в этом. Вообще так нельзя. Это проблема. Заключается она в том, что когда человек достигает чужие цели, он оказывается у разбитого корыта. Потому что он там хотел что-то, что-то хотел, потому что он в Инстаграме где-то увидел, что вроде бы человек рядом с этим предметом, с этой вещью, вроде бы оказался счастливым. И ты гонишься за вот этим вот, там годы на это уходят, и потом с этим всем оказываешься, а ты понимаешь, что в этом счастья для тебя никакого нету, но время ты ж не вернешь. Время же ты не вернешь. И когда ты мыслишь вот в таких рамках, когда ты за базу берешь свое «я», себя, ты, про тебя, вот мы сейчас про тебя говорим, когда ты за основу берешь себя, то у тебя нету вот этого неверного пути, потому что только ты знаешь, что как правильно. И не родственники, не соседи, а ты знаешь. И ты подбираешь в свою картину мира таких же людей. Таких же людей, которые, собственно, отвечают твоему мировоззрению. И вот скажи, вот в таком мышлении, когда ты понимаешь, что вот это тебе не нужно, вот ты там, допустим, за вредные привычки становятся нечто мелким. Вот вначале самым, может быть, скорее всего,
это видео для тебя, вредные привычки казались нечто там большим, и все, что оно полностью заполняло твою жизнь, и это была вся твоя жизнь. А если сейчас вот подойти к этому вопросу вот так, то твои вредные привычки это будет, ну, прям, не знаю, как ушко у иголки относительно всей твоей жизни. Ничто. Ну, ясно и понятно, что это то, что не будет приближать тебя к твоей поставленной цели. Может быть, наоборот. Может, у тебя запущена программа самоуничтожения, и твоя цель — это уничтожить себя как можно быстрее. Тут все сводится к тому, кто ты. Ты, про тебя. Основа этого всего — ты. И то, что вот вредные привычки воруют, они прежде всего воруют тебя у себя же. 6-й вопрос у нас. Какие самые странные советы или реакции ты получил от окружающих, когда они узнали о твоем решении? У меня друг есть, он узнал о том, что я бросил. И он искренне был удивлен, и он тогда сказал: «А ты употреблял?» И я понял, он настолько... Ну, а он сам не курит, не пьет, и я понимаю, что он даже не поймет, почему я употреблял. И это было как-то так странно, действительно. И это уже прошел какой-то период, и, значит, каналу уже достаточно, ну, может, год, ну, то есть, может, чуть меньше. Ну, то есть, я прям раскрыл эту тематику уже для себя. И вот у него была такая интересная реакция на это все. Наверное, первые вечеринки, вот, на которых я был, я чувствовал себя реально тогда белой вороной, потому что, значит, люди еще помнили меня, который употреблял, и видели, ну, собственно, что я не употребляю, и было как-то им неловко, что ли, потому что, в общем, была какая-то вечеринка, где я оказался, там было порядка 40 человек, и из 40 человек и было, по-моему, 2 человека, которые не употребляли. Это я и, собственно, вот еще был какой-то человек. И, ну, это было как-то странно, потому что я понял, что вот тогда странные были реакции, что ли. То есть вроде бы и люди видели меня еще такого, который употреблял, а вот уже какой-то другой. Ну, я прям не могу сказать конкретно, что было не так, но что-то было точно не так. Какие вкусовые предпочтения изменились у тебя после отказа от алкоголя и сигарет? Ну, я, значит, перестал употреблять кофе. Я, по-моему, сейчас точно не помню, но где-то я на или 7-й, или 14-й день, ну, помню, что до месяца, на канале есть, надо будет посмотреть, я перестал пить кофе, потому что я просто очень много начал пить его. И, значит, я понял, что в какой-то момент, там уже к 11-12, я уже начинаю себя чувствовать как-то очень плохо, и кофе я перестал пить, а до этого считал себя кофеманом. Вкусовые рецепторы абсолютно по-другому начали работать. В самом начале, я не помню сколько времени, но, значит, я дышал и чувствовал запахи. И просто до такого доходило, что где-то... Ага, да, я живу на 2-м этаже, и, значит, человек, который... Когда окно открыто, человек проходит где-то там далеко и курит сигарету, я это чувствую. Вот, по поводу сигарет, вот так просто человек где-то далеко идет, и ты чувствуешь у себя в квартире. По поводу еды, я, кстати, знаешь, вот себя иногда балую. Это 0,5 колы и маленькая пачка чипсов. Вот так вот. Это вот для меня, это то, что я себе редко могу позволить. Я пробовал по-разному, я понимаю, что литр колы это много, уже не так для меня, не прикольно. А большая пачка чипсов тоже потом плохо после этого. Но и обязательно это, чтобы я потом выходил это все. Ну, в плане того, что где-то на прогулке, может быть, ну, не так, чтобы дома. Вот дома не прикольно. Так, чтобы, знаешь, взять 0,5 колы, пачку чипсов, посидеть, посмотреть, надо потом выходить эту энергию. Вот это себе изредка я позволяю.
что еще такого интересного? Вкусовые предпочтения. Ну, вот я борщ люблю, но борщ я как до этого любил, так и люблю. Вроде бы ничего особо не менялось. Ну, скажем так, точно, меньше вредной пищи я стал употреблять. Точно меньше вредной пищи, потому что я начал замечать, что если поесть вечером, то утром, особенно вредной пищи, перед сном, то утром мне будет не по себе. Я раньше это списывал на алкоголь, думал, что вот вчера напился, теперь плохо. Оказывается, то по-другому было. Оказывается, что мне, помимо всего прочего, было еще плохо от того, что я вот ел там какие-то, там, не знаю, какие-то там очень много жирной пищи. Я, кстати, меньше начал есть жирной пищи. Точно начал меньше. Вернее, даже она мне перестала нравиться. То есть я вот чувствую масло. Если там весной все это, то больше фруктов, овощей, салатов. Обязательно. Без этого никак. Ну, вроде бы так. То есть вот вроде бы все я рассказал по поводу предпочтений. В моем случае я проверялся, проблем со здоровьем нету в этом плане. Я ем, когда я хочу. То есть мне важно, если я до этого мог хаотично есть, вот просто, не было такого, то сейчас, так как у меня есть режим, в котором я живу, я ложусь где-то до 9, до 10 вечера, я уже ложусь спать и встаю где-то в 5-6. В зависимости от времени года, в общем, за час до того, как встанет солнце. Вот примерно так. И причем я не призываю людей там вставать рано, я считаю, что ты должен высыпаться. Большая, кстати, вот надо было еще где-то в самом начале сказать, что большая тоже ошибка — это не высыпаться. Когда-то я думал, что много спать — это плохо. Нет, на самом деле спать много — это хорошо. Потому что ты восстанавливаешься во время сна и так далее, и так далее. Вот, в общем, это тема для отдельного видео, поэтому обязательно высыпайся. Свой режим строй таким образом, чтобы было много сна. Достаточного для тебя. Не нужно там считать, что если кто-то спит 8 часов, то ты должен спать 8. Спи столько, сколько тебе нужно, чтобы твой организм восстанавливался. Чтобы ты проходила все фазы сна, особенно в моменты, когда ты убираешь от себя вредные привычки, потому что твой организм начинает перестраиваться. И, собственно, тебе нужны силы. А для того, чтобы у тебя были силы, тебе нужно откуда-то черпать их. И чтобы нервная система приходила в норму, для этого необходим сон. Больше сна. Чем больше, тем лучше. Вот. Поэтому режим сна создавай себе. Я понимаю, что может быть работа, и, нужно для нее рано вставать, значит, надо раньше ложиться. Чтобы вот был у тебя период, когда ты достаточно высыпаешься. Вот, и, значит, не помню уже, за что я начал говорить, в общем, смысл в том, что я также создал себе режим сна, и в котором я по поводу еды говорил, что я сформировался у меня режим сна, я все же встаю рано, потому что для меня рано встать, это значит, я максимально продуктивный в моем дне, точно, потому что я вечером тоже могу быть продуктивным, но по-другому. У меня утром больше креатива есть. И, соответственно, по поводу еды, по поводу предпочтений, я вошел в режим с едой, что утром я себя не перегружаю тяжелой пищей. Мне достаточно поесть, так плотно, один раз днем. Днем, там, может быть, 12 час, 2 часа. Вот. И какие-то перекусы я себе там делаю по настроению, по желанию. Слишком тяжелое, слишком жирное, его либо очень по минимуму, потому что я тогда неактивный. То есть я могу это есть, но я очень неактивный тогда. Очень непродуктивный, очень в общем, я по-другому себя чувствую.
я не могу создавать. Вот у меня сейчас основная, то, к чему я пришел, это созидание, когда я что-то создаю. 8. Как ты справляешься с трудными днями? Я анализирую тогда, стараюсь полностью проанализировать ситуацию, в которой я нахожусь, для того, чтобы я понял, что я имею. Чтобы, знаешь, не просто иметь ситуацию, в которой мне просто вот плохо морально, где-то я выгорел, где-то я больше слил энергии, где-то и все, и мне плохо, тяжело. Или получил, или долго работал, знаешь, над проектом, и он мне дал какой-то негативный результат, или построил, вот, как я уже говорил, за ожидания, да, построил сверх ожидания, и получилось по-другому. Не получились, ожидания не оправдались, и я просто вот выхожу и гуляю. Я гуляю, стараюсь переключиться. Там, если это прогулка, то слушаю аудиокнигу какую-то, возможно, связанную с моей проблемой. То есть я могу искать решение проблемы в литературе. К примеру, там перегруз, да, я начинаю изучать, почему, как этот перегруз работает, и из-за чего, и откуда. Да, я понимаю, что в какой-то момент там начинаю слишком много на себя взваливать, слишком много появляется лишних ненужных действий, и вообще, чем меньше, тем лучше, а не чем больше, тем будет лучше. Вот такие вещи. В общем, я начинаю анализировать, ходить, выхаживать, и это ставит мозги на место. Плюс покупки. Я стараюсь подкреплять какие-то достижения, значит, покупками. То есть там давно хотел кресло, значит, массажное. Кстати, в нем сейчас сижу. Это тоже меня мотивирует, знаешь. То есть я начинаю, так как у меня род деятельности связан, он больше с виртуальным, то мне важно такие какие-то вещи получать физические, на которых я буду, которыми будут меня мотивировать. То есть я очень сильно хотел, я это получил. Удовлетворяю хочучки, это первое, получается, будет, да? Вернее, первое это будут прогулки, второе это удовлетворение хочучек. Также это к прогулкам относится ни о чем не думать. Я узнал относительно недавно, что в момент, когда ты ни о чем не думаешь, на самом деле твой мозг начинает работать еще более интенсивно, входит в определенную фазу, и подсознательно мозг начинает искать решение тем или иным каким-то твоим задачам. И наверняка у тебя такое было, вот это вот состояние, когда ты долго бьешься над какой-то проблемой, не можешь найти решение этой проблеме, а потом что-то получилось тебя отвлечь, там прогулка, пробежка, что-то такая, может, стрессовая ситуация, еще что-то случилось где-то, полностью произошло отвлечение. Когда ты вновь возвращаешься, или даже еще не возвращаешься, а просто чем-то другим занимаешься, тебе приходит в голову мысль такая: точно, вот оно решение. И ты еще думаешь, как это вообще работает? Я вообще об этом не думал или не думала, а вот решение. Вот это именно та фаза и есть. Вот также мне баня нравится. Это тоже относительно давно я не был, кстати, в бане. Надо обязательно сходить будет. Это очень хорошо чистит. Также, кстати, знаешь, что я еще? Это связано, не связано с этим, но я думаю, все-таки связано. Я себе создал комфортные условия рабочие. Мне важна температура, в которой я работаю. Если именно рабочий режим, то мне нужно кондиционер на 23 градуса. Если не в рабочем режиме, смотря какое-то там время года, там 26, если это 26, там 28 градусов. Часто случается так, что вот именно рабочие моменты, рабочее место, все остальное, оно остается, знаешь, ты зарабатываешь какие-то деньги на этом, но у тебя там стол, вообще что попало просто. Непонятно, как ты там сидишь, и что ты будешь какие-то деньги вообще зарабатывать, если у тебя, не на чем. Вот в это надо вкладывать, так чтобы тебе комфортно было сидеть, комфортно было там работать, было место помыслить и тому подобное.
личное пространство очень важно, овер важно. Тебе нужно место для того, чтобы ты мог или могла помыслить, побыть сам или сама с собой. И дома, и на работе, и везде. То есть это место должно быть, где ты будешь наполняться энергией. Потому что если этого не будет, то тогда будет очень много перегруза, у тебя очень много стресса. Вот он именно там и появляется. Вот я так начинаю разбираться и понимаю, что да, я ж поэтому и создаю себе комфортные условия, потому что понимаю, когда вот именно наступают вот те дни, когда что-то какой-то перегруз, что-то идет не так и тому подобное, то намного проще это все переносится, когда у тебя есть инструменты для решения этих проблем. Когда ты можешь спокойно сесть и разобраться в ситуации, или спокойно сесть и ничего не делать. Да, посмотреть, может, какой-то там сериал, может быть, просто там книжку почитать, вообще ничего не делать, выключить свет и сидеть с выключенным светом, просто со своими мыслями один на один и все. То есть нужно место силы, где ты будешь заряжаться. Да, классно это, когда место где-то на природе, но на природу ты там каждый день не поездишь, для этого нужно отдельное место, отдельное время и тому подобное. Вот создавать нужно вот свои комфортные условия для того, чтобы себе комфортные условия, которые будут тебя мотивировать, раскрывать твой потенциал. Вот еще, да. Чтобы создавать тебе наиболее комфортные условия для раскрытия твоего внутреннего потенциала. Понимаешь, да, если ты художник, то, значит, постарайся сделать так, чтобы у тебя было все для того, чтобы нарисовать что-то качественное и красиво, и то, что ты считаешь нужным, вот этим себя и окружи. И то, что будешь считать в будущем тебе еще будет необходимо, тоже себя вот этим окружай. Следующий вопрос, это 9 у нас. Как твои сны изменились после того, как ты отказался от алкоголя и курения? Значит, так. Давай, получается, это за все годы уже, да? Давай вспомним в начале самом. Сны стали более яркие. Если это так можно сказать, может, более чувствительными. То есть я их стал запоминать. Сон стал крепче. В общем, в любом случае точно сон улучшился. И далее, если брать вот за промежуток времени более чем 5 лет, то я скажу так. Сон — это одно из важнейших составляющих твоего психологического здоровья и в целом просто здоровья, потому что во сне происходит очень-очень-очень много важных вещей. И, значит, относительно сна я начал задумываться тогда, когда понял, что я не высыпаюсь или я просыпаюсь разобранным, в общем, тяжело как-то и тому подобное. И я не сразу к этому пришел, но сейчас я к этому уже пришел. Значит, с самого начала мы в семью купили кровать большую. Большую, так, чтобы двоим было комфортно спать. Вот. И на протяжении, значит, какого-то периода спали на матрасе. Матрас оказался слишком мягким. И я не придал этому значения. В первые там несколько дней у меня схватило спину. У меня есть проблема определенная там со спиной. Вот, и, собственно, защемило спину, и я как бы не придал значения, потому что на тот момент кровать была очень дорогая для меня. И, признаться себе было в том, что было куплено, не в кровати было дело, а в матрасе. Матрас был куплен, и с матрасом что-то не так. Было реально, может, даже психологически тяжело. Поэтому я просто принял, что пока так, пока нормально. Потом, со временем, вроде я привык, все нормально, адаптировался, и точно стало легче спать. До этого, если была, скажем, наверное, полуторка или как, то сейчас там уже это стала большая полноценная кровать,
То есть 2 взрослым людям на ней комфортно. У каждого свое достаточно места и тому подобное. Это что немаловажно. Следующее — это матрас, да. Вот спустя уже недавно мы начали заниматься прям интенсивно здоровьем своим, проходили чекапы, и я, значит, пошел по поводу спины, начала меня тревожить. В общем, я пришел к выводу, что проблемы с матрасом. И купил, получается, такой твердый матрас, твердый. Вот прям для моей спины это то, что нужно. Для меня то, что нужно. И я стал высыпаться. И, знаешь, просыпаясь утром, встаешь, не чувствую, что там что-то где-то хрустит, в общем, разобранным, разломанным, а прям комфортно, так, как нужно. Чувствуешь себя, чувствуешь, ты высыпаешься. Вот, это по поводу матраса. И по поводу температуры. Это следующее тоже очень важно. Конечно, по поводу подушки еще очень важно, чтобы она подходила, чтобы на этой подушке ты нормально себя чувствовал или чувствовала, чтобы голова там не болела, шея. Это очень важно. И также температура вот в комнате. И установлен был кондиционер. Кондиционер он был установлен относительно недавно, может, прошло уже как 3-4, может, нет, 2-3 месяца прошло. И я тебе скажу, вот это вот в общей сложности, это все очень благоприятно повлияло на сон. Ну, собственно, все для этого и делалось, потому что я понял, что спать это очень важно, чтобы было комфортно, так, чтобы ты высыпался, вот это очень важно. И тогда будет и хороший крепкий сон, и тогда, собственно, будет и режим, если есть режим, и тогда будет, собственно, у тебя и сила и энергии для продуктивного рабочего там дня своего. Вот это все в совокупности, к чему я пришел за 5 лет, и дальше планирую только совершенствовать это все. И по поводу сна, это такие базовые вещи, о которых писал, кстати, в телеграм-канале «Дневник утра». И они просто, это также ссылка есть в описании. Вообще, посмотри в описании к видео, там все очень важные ссылки, материалы, которые я оставляю. Вот это, пожалуйста, все пересмотри, это для тебя очень важно, это для тебя важно. Я пишу там тогда то, с чем я сталкиваюсь сам лично. И когда-то в самом начале, скажем так, да, то я обесценивал все это. Ну, спишь и спишь. И вообще, я как уже говорил, что если спать меньше, то лучше. Но на самом деле нет. Надо, чтобы ты высыпался. Это очень важно. Важно комфортные условия тебе для сна. И чтобы, во всяком случае, тут, в этом плане у тебя был фундамент, где ты можешь заряжаться силами и энергией для, собственно, для будущего дня. И еще момент, это по поводу снов. Теперь по поводу сна, теперь по поводу снов. Иногда бывает такое, что приснится, что я будто употребляю там алкоголь или сигареты. И это, знаешь, как отголоски прошлого. Иногда это настолько реалистично, и я просыпаюсь в ужасе. Ну, будто думаешь, знаешь, слава богу, что это не так, это сон. И вспоминаешь, что ты думаешь после этого, неужели вот это было такое? Как вообще такое могло быть и тому подобное? То есть это как страшный сон снится. Такое бывает. Редко бывает. Это меня не знаешь, как... Я после этого не хожу, не думаю об этом, а думаю в плане того, что вот вернуться бы в то состояние, нет, а вот больше как же повезло, что я вырвался оттуда, ну, вот в таком режиме, понимаешь. Сны такие снятся, ну, и это тоже нормально. Это тоже нормально. Так, по поводу сна, вроде бы мы со всех сторон это обсудили. Режим сна обязательно, чтобы был у тебя конкретно твой личный, комфортные условия для сна. К нему нужно стремиться, и, собственно, это важно к этому прийти. Значит, 10-е это у нас как ты поддерживаешь свое психологическое здоровье. Я делаю то, что я хочу. Вот я думаю, что вот это будет самое правильное. Я ем, что я хочу, я делаю то, что я хочу.
то, что я хочу, но не могу позволить себе сейчас, я это ставлю в цель и стремлюсь к этому, чтобы к этому прийти и собственно, делать это. Я понял, что для меня очень важно иметь варианты выбора. Вот, допустим, как пример с алкоголем. Я его не употребляю. Это дело прошлого. Но для меня важно, что у меня есть выбор его как не употреблять, так и употреблять. Потому что когда я был тогда, зависимый от этого, у меня не было выбора не употреблять. А сейчас я понимаю, что я могу в любой момент употребить, но только мне это не нужно, потому что я знаю последствия этого всего. То же самое относительно там сигареты и всего остального. Для меня важен этот выбор, чтобы у меня был этот выбор. Вот по поводу финансов. Я сейчас закрываю вопрос с финансами для того, чтобы у меня был выбор, чтобы я понимал, что я это могу себе позволить, что у меня закрыты все базовые потребности. И тогда я буду уже перед выбором стоять. Я буду жить богатой жизнью, тратить очень много денег на свою жизнь, или наоборот, тратить мало денег на свою жизнь. Но и в том, и в другом случае я смогу это себе позволить. Понимаешь? Вот это для меня очень важно, вот этот выбор, чтобы он был. Я к нему стремлюсь, чтобы этот выбор у меня всегда был. Мне не нравится ситуация заложника, когда я не могу себе это... У меня это есть, потому что я другого себе позволить не могу. Мне такое не нравится, потому что я в таком состоянии, режиме рос, там почти большая половина моей жизни, получается, в таком режиме была. Вот, поэтому я в таком режиме был, я знаю, как там, я знаю, что мне там не нравится, и я знаю, что я буду более продуктивным и дольше проживу, может быть. Кто там его знает, но, в всяком случае, по состоянию здоровья состояние здоровья будет намного лучше, когда я буду в нормальном психологическом состоянии, когда я буду делать то, что я хочу, и буду его делать ровно столько, сколько я хочу, а не столько, сколько нужно для чего-то, потому что кто-то там так считает и так далее. Свобода. Очень важно для меня свобода выбора, свобода действий. Это тоже для меня очень важно. И вот это все важно здоровье близких. Вот. И поэтому как раз-таки сейчас вот занимаемся здоровьем. Всей семьей занимаемся здоровьем, проходим чекапы, вот занимаемся глазами. Кстати, вот я недавно сделал себе коррекцию на левом глазу. Правый у меня хорошо видит, а вот левый, там в процентном соотношении у меня правый видел на сколько? 90-95%, а левый глаз видел на 15%. И вот сделал лазерную коррекцию. И, собственно, вот на сегодняшний день, сколько это уже, 20 дней прошло с момента операции, и я хочу сказать, левый глаз у меня видит, я уже читаю им. У меня ситуация, кстати, может быть, не типичная в этом плане, что у меня не оба глаза не видят, а один только видел, а второй плохо видел. Ну, потому что в данном случае у меня как бы зрение хорошее, потому что правый глаз, я больше смотрел правым глазом. Сам того не подозреваю, у меня просто на левом глазу был астигматизм, и за счет того, что, скажем, больше работал правый, левый меньше напрягался. И поэтому я как бы видел все, ну, не то чтобы прям напополам, но все больше одним глазом. И вот сейчас пришло уже то время, когда пора заниматься здоровьем. Мне сейчас 33 вроде. Мне 32. Все понятно, мне 32 года. Значит, да, вот 32 года, и пора заниматься здоровьем, потому что не хочется в старости сидеть с болячками. Они наверняка будут, но пусть их будет меньше, и там уже в более взрослом возрасте хочу путешествовать много. Путешествовать, и для этого нужны силы. Потому что я понимаю, что сейчас как раз такое золотое время, когда необходимо строить фундамент, капитал. Сколько бы тебе ни было лет, надо заниматься этим. Финансами, финансовую грамотность изучить. Просто в Гугле вбивай и начинай изучать информацию. Там этого для начала будет достаточно, если
но ты пока еще никогда этим не занимался. Если будет интересно, чуть попозже более подробно раскрою эту тему. Хотелось бы там в будущем уже, как я сказал, не заниматься своими болячками, а заниматься путешествиями. В общем, может, не путешествиями. Опять же, понимаешь, что это будет выбор. Будет выбор путешествовать, либо не путешествовать. И мне бы не хотелось оказаться в более взрослом возрасте, когда я окажусь перед таким выбором, и я не смогу путешествовать, потому что у меня для этого не будет ресурсов. Вот так я не хочу, точно. Поэтому у меня цели направляются туда, где я выстраиваю свой капитал, который будет обеспечивать мне вот такое вот будущее, которое меня сегодня мотивирует. Плюс я понимаю, что когда ты уже более взрослый, то время летит еще быстрее за счет того, что меньше всего вокруг происходит, и начинают дни как секунды лететь, да, обернулся уже... Я сейчас иногда себя ловлю на мысли, что буквально туда-сюда уже месяц прошел, 2-3, а там уже и год, и быстро. А когда ты его наполняешь эмоциями, наполняешь, например, путешествиями, когда много всего происходит, тогда и жизнь длиннее кажется. И плюс я думаю, что очень много чего не видел, и хотелось бы этого всего увидеть, как там разные культуры, разные народы, разные... Хочется пожить и где постоянно светло и тепло, море, океан. Хочется пожить и в другом, где постоянно снег и так далее. Так, 10 вопросов мы обсудили, собственно, на них я постарался ответить. И ты обязательно пиши в комментариях, если ты в сообществе трезожники, пиши в трезожниках. Если сразу не отвечаю, то я обязательно это все фиксирую. Значит, потом отдельно это все прорабатываю и стараюсь это все показывать вот в таком формате роликов, для того, чтобы была у нас коммуникация. И, собственно, с ваших же вопросов формируются вот такие вот материалы. Ну и из пожеланий займись собой, занимайся собой. Ты не проиграешь. Поверь, вот мы сегодня с тобой общаемся, и лет через 20 я бы хотел, чтобы ты не пожалел об этом общении сегодняшнем. И даже через 10, и через 5. Если ты определишь свой вектор, который будет опираться фундаментом, собственно, на твой внутренний потенциал, на твое «я», ты никогда не проиграешь. Никогда не проиграешь. И подписывайся на этот канал, напиши комментарий, поставь колокольчик. Комментарий пишем для того, чтобы, во-первых, если есть какой-то вопрос задавай. Во-вторых, для того, чтобы чем больше увидят это видео, тем будет лучше. Вот. Благо сейчас уже появились, видишь, такие вот социальные сети, где просто алгоритмы могут помочь человеку, потому что если он определенным образом ведет себя в социальных сетях, он видит обязательно вот подобные такие видео, как это, и, может быть, что-то ему это принесет в жизнь позитивное. Во всяком случае, я на это надеюсь, и для этого мы все и делаем. Все, успехов тебе, будем на связи, тогда до следующего видео. Давай, пока. Ну и, конечно же, обязательно вступай в трезожники, ссылка в описании.